Добрый день, и мы продолжаем освещать работу международных интеллектуальных игр. Сегодня мы поговорим о выявлении одаренной молодежи и детей в Корее. Сегодня у нас в гостях профессор-исследователь Глобального института обучения талантливых детей Корейского передового института науки и технологий Сун Пон Сео. Добрый день. Здравствуйте. Как в Корее выявляют одаренных детей? Как готовят учителей для работы с одаренными детьми? Планируется ли сотрудничество Якутии и Кореи по работе с одаренными детьми? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом выпуске. Как в Корее сегодня выявляются одаренные дети? Какие программы существуют? Сейчас в Корее работа по выявлению талантливых детей, она проводится учителями в школе. И у нас есть такие хорошие программы именно подготовки учителей, которые направлены на то, чтобы они смогли понять, распознать и выявить именно талантливых детей. Вот у нас есть в Корее 3 больших национальных института, где разрабатываются программы подготовки учителей именно в этих целях. То есть каждый учитель изначально обучен тому, чтобы выявлять талантливых детей? Нет, это могут делать только учителя, которые прошли специальное обучение. И каждый год эти учителя проходят повышение квалификации, примерно 60 часов в год, и после этого они уже умеют выявлять талантливых детей. То есть они смотрят на то, предрасположены ли они к разным видам науки, например, математики, химии и другие. Вот дети, у которых выявлены эти способности, они начинают больше времени уделять каким-то предметам, либо посещать какие-то кружки, либо существуют отдельные, может быть, какие-то школы. Да, у нас существуют как специальные программы для их обучения, так и специальные школы для одаренных детей. А в основном дополнительное обучение проходит именно после школы, во время начального обучения и во время средней школы. После того, как заканчивается основной семестр обучения, проходят летние лагеря и зимние лагеря, где в целом, наверное, в течение года ученики обучаются более 100 часов. И кроме того, у нас по всей Корее есть 8 особых школ именно для одаренных детей. Как выстроена схема образовательного дня, процесса? Это только всегда уроки, какие-то контрольные экзамены, либо они как-то интегрируются с игровыми формами, чтобы детям было интереснее? В рамках этих программ есть огромное количество различных мероприятий. То есть это не только, получается, обучение лекции, но и все остальное. Например, тем, кто занимается математикой и другими науками, даются время и в лабораториях и так далее. То есть они всегда могут работать над самосовершенствованием. Another campus tour program, so many programs provided. С какого возраста начинается выявление талантливых детей? Программа начинается примерно с 5 класса и дальше. Started and maybe 12th grade. И каковы результаты сегодня такой работы именно с талантливыми детьми? Есть ли какие-то результаты, может быть, есть уже какие-то углубленные исследования, что дети поступают именно в какие-то специализированные вузы, открывают какие-то новые, может быть, открытия какие-то делают? Да, конечно, но мы не смотрим на их успех именно потому, чего они добились, например, в сфере работы. То есть, например, может какая-нибудь компания, Samsung или так далее, я взяла на работу, и это не считается критерием того, что они добились успеха, да? Но большинство наших таких детей, они потом поступают в университет, они заканчивают его с очень хорошими результатами, и, конечно, за ними постоянно охотятся все эти большие крупные корпорации. Что бы вы хотели пожелать родителям, то есть какой-то дать совет, как выявить в своем ребенке этот юный талант и как начать его развивать? Большое количество исследовательских работ, которые было проведено именно по отношению к талантливым детям, их результаты говорят о том, что если родители, они слишком строго относятся к своим детям, то их таланты не раскрываются, и они
может, их одаренность, она никогда не всплывет. Поэтому мой совет родителям: старайтесь быть помягче со своими детьми, развивайте их вот потребности, желания, если они хотят ходить в какие-то кружки или заниматься чем-то, способствуйте этому. Your kids were provided so many programs for studies. Таким образом, республика может в дальнейшем сотрудничать с Кореей по программе выявления одаренных детей. Может быть, сейчас уже какие-то переговоры ведутся? Я думаю, что на данном этапе мы уже работаем вместе именно по этому направлению. И вот в Республике Саха-Якутия очень много талантливых, одаренных детей. Вот я работал сам, получается, 4 года назад с некоторыми школьниками здесь, и я могу сказать, что ваши дети имеют очень высокую предрасположенность именно к наукам, математике и так далее. И, тем не менее, вот есть большие такие программы правительственные, государственные, вот в той же Корее, которые помогают развивать именно такие взаимоотношения, и существуют гранты и тому подобное, по которым можно работать вместе. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы и уделили время, пришли сегодня в наш медиа-центр. Это был пресс-центр международных интеллектуальных игр. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.